Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Загадай свой срок и узнай, что тебя ждет, либо что с тобой случится. Пожалуйста, настройтесь, загадайте срок, запросите информацию для себя и давайте посмотрим, что ответят высшие силы. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, у нас такой сильный знак вышел. Да, давно я таких знаков не видела. Вас показали в центре, и от вас отходят просто такие мощнейшие лучи энергии. А вы при этом сидите, вот так сложили руки, да, и ничего не делаете. Очень круто будет меняться ситуация в вашей жизни. Очень круто будут меняться энергии в вашей жизни. И вы просто фонтанируете какой-то небывалой силой. Смотрите, у одних отыграется, что в загаданный срок вы просто начнете притягивать к себе нужных людей, нужные события, правильную информацию, удачу, везение, исполнение, да, вот прям не прилагая никакого усилия, никакого труда, вы получаете то, что вы хотите, либо то, что вам нужно. Но при всем при этом есть одно очень важное условие. И это условие – это вера в себя. Вера в себя, в то, что вы можете, в то, что у вас получится. И самое главное, то, что вы этого достойны. Смотрите, как показали. Вы либо совсем недавно, либо за какой-то определенный срок сделали очень много хорошего, либо какое-то одно, но просто грандиозно хорошее действие, да, какой-то хороший поступок. И за это вам будет дан вот этот момент слепого везения, назовем его так, исполнения, притяжения и возможностей. Мои хорошие, я вас поздравляю и опять же преклоняюсь, потому что только хорошим, действительно хорошим людям дается такая энергия, даются такие возможности. Вы молодец. Главное, чтобы вы теперь себе это не подпортили. Не подпортили сомнениями, переживаниями и безверием. Вот. Поверьте в себя, поверьте, вы достойны, вы лучший представитель человеческой расы, да? Вы лучший, и за это вам будет дано. Заслужили, заработали. Кто-то выстрадал, кто-то наоборот, да, себя не щадил, другим помогал. За это вам будет дано сполна. Верьте в себя и никогда не думайте и не говорите про себя плохо. И все у вас будет просто замечательно. Как долго вы будете находиться в этой энергии, я тоже, к сожалению, сказать не могу. Но то, что эта ситуация в загаданный срок с вами случится, это 100%. Так, следующий момент. Следующий момент связан с женщиной. Женщина, у одних отыграется, что она противная по отношению к вам, да, там характер показывает, цепляет вас постоянно, может, проблемы вам создает. А у других отыграется, что женщина просто такого мнения заоблачного о себе и на вас не обращает внимания. То есть вообще там не общается, не смотрит в вашу сторону, там, считают, что вы там разного уровня, там, разного статуса. У этой женщины что-то случится. Случится плохое, негативное. И эта женщина чуть ли не на коленях приползет к вам, в ваш дом, с протянутой рукой и будет просить у вас помощи. Эта женщина, она как проверка для вас. Вот как вы поступите. Откажете, либо примете и поможете. Эту проверку вы должны пройти. В жизни все бывает. У кого-то есть действительно стычки очень конкретные, недоброжелатели, там, враги, там, пакостники. Все бывает в жизни. Но вы должны понимать, что это проверка. Здесь вас будут высшие проверять. Найдете в себе ресурс
и поможете этой женщине, проверку вы пройдете. Откажете, проверку не пройдете. Пойдете на второй круг. Будут проверять уже с каким-то другим человеком, либо при других обстоятельствах. Здесь вас четко предупреждают: мы будем проверять. Мы будем давать тебе вот такую непростую ситуацию, когда нужно будет тебя действительно проявить и показать. Радоваться беде этой женщины не стоит. Даже про себя, даже где-то там в мыслях. Этого не стоит ни в коем случае делать. Пожалеть. Ее нужно пожалеть. Вот. Потому что действительно какая-то серьезная беда у нее случится в жизни. Именно в загаданный вами срок. Да, покажется, что это по заслугам, кто-то скажет, а это ей бумеранг, но вы при этом все равно должны пройти проверку. Так, еще у вас тут такая витиеватая дорога, непростая дорога. Либо потребуются какие-то средства, либо потребуются силы на то, чтобы этот путь пройти. Но вам не стоит отказываться от этого пути, либо сходить с этой дороги. Смотрите, вы все сможете, у вас все получится. Здесь на кону какой-то большой куш. Ну, у кого-то в деньгах, у кого-то в возможностях, у кого-то, может быть, еще в чем-то. Поэтому, мои хорошие, как бы тяжело не было идти по этой дороге, либо передвигаться по этой дороге, не сходите с пути. Идите, пока не дойдете до своей цели. И ваша цель, да, вот ваша эта точка назначения, она вас очень удивит. В хорошем смысле слова. Что-то прям такое прекрасненькое вас ждет, желанное, и то, чего раньше у вас не было, да, либо в вашей жизни не было. Да, не бойтесь сложностей. Бросайте им вызов, идите только вперед. Так, здесь у меня отношения достаточно странные. Люди вроде как любят друг друга, вроде как и тянутся друг к другу, но при этом у них постоянно, ну, между людьми я имею в виду, да, какие-то напряженные моменты происходят, моменты напряжения. Причем напряжение идет по вине мужчины. Мужчина как триггер, да, а женщина, она уже себя просто не контролирует. То ли он ее дразнит, то ли он, ну, как, все делает наперекосяк, и это очень сильно раздражает. Здесь женщина найдет такой подход к мужчине для того, чтобы избежать этого напряжения, избежать вот этих скандалов, споров, неприятностей. И в то же время в глазах этого мужчины она возвысится. Видите? Вот он, мужчина, за, кстати, плугом, да, мужчина работает, а женщина возвышается. И женщина, видите, так руками управляет этим мужчиной. Девушки, женщины, я вас поздравляю, вы умничка, вы молодец, вы разгадаете секретик вашего мужчины, найдете, подберете тот самый ключик, который откроет его сердце. Кстати, не только сердце, но и голову для вас. Уйдете вы от этих споров, ссор, скандалов, и вот, пожалуйста, мир, гармония, очень прекрасные отношения. Девушки, женщины, кто переживает за мужчину, за его работу, может быть, мужчина в принципе не работает, а может быть, работает, какие-то проблемы на работе, все хорошо будет. Смотрите, мужчина у меня идет за плугом, а в плуг запряжен вот такой прям буйвол с большими рогами. То есть это работа. Работа хорошая, работа стабильная, работа хоть и тяжелая, но работа, которая приносит хорошую прибыль. Кто из мужчин искал работу, я вас поздравляю, с работой вы точно будете. Если вы переживали за своего мужа, возлюбленного, либо сына, кто без работы был, работу точно найдет. Да, пусть будет тяжело, но поверьте, работа очень прогрессивная и работа в долгую. Тут и карьера будет, и денежки хорошие будут. Потому что запряжен прям такой огромный бык, да еще и с рогами. То есть все впереди, все будет хорошо. Так, дальше идем. Здесь какие-то знаки внимания, но они какие-то хитрые. Есть какая-то скрытая мотивация у этих знаков внимания. Опять же, мужчины и женщины, вам одинаково подходит это предсказание. Какой-то человек, да, противоположного пола к вам будет к вам тянуться, проявлять внимание, ухаживать, красиво ухаживать, да, говорить вам там всякие приятные слова,
там, выказывать самый живой интерес в вашу сторону, но там какой-то скрытый подтекст. И вы этот подтекст уловите. Может быть, не поймете, чего конкретно касается, но вы уловите, что там все нечисто, да, что-то там попахивает, какая-то хитрость присутствует. И вам удастся избежать вот этого обмана, либо вырваться из сетей, да, которые расставляет этот человек. А он действительно, либо она действительно расставляет эти сети. Здесь как будто бы вас обрабатывают со всех сторон, чтобы получить свою выгоду. При этом прикрываются типа отношения, любовь, там, дружба, чувства. Да? Такое идет, хитрое что-то. Но вы почувствуете, и вы примете правильное решение, выберетесь. Так, еще какой-то неприятный момент на работе. Очень неприятный момент, причем связан с какой-то конкретной личностью. Я не могу сказать, мужчина или женщина, но у человека в голове дырка. Да? То есть так показывают обычно людей неумных, людей агрессивных и людей, которые вот так упираются, да, во что-то и хоть кол на голове чеши, мнение своего не меняют. Здесь либо конфликт какой-то будет, либо выяснение отношений, либо даже какая-то потасовка может произойти. Причем здесь будут вовлечены и другие коллеги, либо даже какие-то как начальники, там, руководители вовлекутся в этот конфликт. Здесь очень крупные разборки. После этих разборок, выяснений, я не знаю, конфликтов, здесь как много людей присутствует, вскроются какие-то махинации, вскроется какое-то воровство, мошенничество, виновные будут названы. И у кого-то прям отыграется, что освободятся, может быть, какие-то хорошие должности, места. И это для вас шанс. Шанс занять свое место. Да? Как говорят, займи свой трон. Вот для вас это прекрасный шанс. Опять же, у кого-то может отыграться даже в бизнесе. В бизнес-среде, в которой вы находитесь, да, у вас там есть конкуренты всякие, да, вот, кто-то проворуется, кто-то, может быть, что-то нелегальное делал, да, и это все раскроется с большим пафосом, с большими такими взрывами информации, публичность, опять же таки, да, и на нише, бизнес-нише появятся места, появятся вакантные места, которые вы можете свободненько занять. Вы как со стороны за этим всем наблюдаете, вы туда не лезете, вы туда не вмешиваетесь, вы просто как наблюдатель. И как только вы видите прекрасное свободное место, пожалуйста, туда поместитесь, вместитесь и успейте занять это место. Это очень важно. Знаете, как в детстве играли в эту игру, когда выставляли несколько стульев, и люди вокруг бегали, а потом был сигнал, и нужно было занять место. Вот и у вас такая ситуация идет. Не упустите этот шанс. Это очень классный шанс, который поможет вам добиться своей карьеры, либо добиться нового уровня в своей работе, в своем бизнесе, в своих доходах. Хороший момент. Знаете, чьи-то головы летят, а на чьи-то головы одеваются короны. Вот у вас такой момент идет. Так, еще какая-то идет случайная встреча, случайное знакомство, которая может перерасти и в дружбу, и в любовь. Ну, вы все разные, да, у кого-то в дружбу перерастет, у кого-то в любовь. С человеком вы познакомитесь совершенно случайно. И вообще мне идет такая информация, что этот человек вам либо чем-то будет помогать, либо вам, ну, допустим, да, может подвести куда-то, да, там, составить компанию, ответить на какой-то ваш вопрос, какое-то действие сделать для вас. То есть по какой-то ситуации, по какому-то делу начнется знакомство, общение начнется, и все это потом перерастет в дружбу, а у кого-то перерастет в любовь. При этом в момент знакомства, да, в момент вот этого действия, возможно, вы друг другу совершенно не понравитесь. Не понравитесь ни визуально, ни чисто по человеческим параметрам, качествам, а потом в процессе, да, вы поймете, что человек неплохой, симпатичный, да, либо симпатичная. И вот так потихонечку завяжется дружба, либо начнется любовь. Такой хороший момент. Да, вот как будто бы цветок распускается. Красивый, кстати, цветок. Так, еще обращайте внимание на свои сны. В загаданный срок
Либо один конкретный сон приснится, прям такой четкий, ясный, либо будет серия из снов, которые чем-то с друг другом будут связаны, либо они будут об одном и том же. Обращайте внимание, вам очень много информации будет приходить именно через сон, либо во сне. Запоминайте, записывайте, анализируйте. Да? У вас тут идет разгадка, либо подсказка, да, на вашу ситуацию, какой бы она ни была, чего бы она ни касалась. Вот именно через сон, во сне вам идет. Так, еще. Здесь у меня человек на одной ножке крутится. И при этом успевает везде. Везде и сразу. Знаете, как будто бы вас много. Силы, энергия, возможности, знаете, как будто бы сразу в нескольких местах. Сразу в нескольких местах. Либо сразу в нескольких задачах себя реализовать, показать, в нескольких делах. Прекрасный момент. Момент, который нужно целиком и полностью использовать. Не бойтесь нагрузок, не бойтесь, что вы не справитесь, бойтесь отказываться от тех возможностей, которые вам будут предоставлены. Нужно раздвоиться, так раздвоитесь. Да? Нужно сразу два дела делать одновременно, ну так попробуйте. Вы же себя не знаете до конца, да? Может быть, неправильно оцениваете свой потенциал. У вас получится. У вас получится лучше, чем у других. А когда получится, смотрите, вами тут и восхищаться будут, и комплименты вам отпускать будут, да и собой вы будете очень довольны и очень горды. Да, такой момент. Так, еще какие-то цветы вам идут. Цветы, но только я не могу понять, что это за цветы. Либо это какой-то экзотический букет, либо это цветы, как, не знаю, в горшках, да, кошелки, горшки. Вам будут дарить эти цветы. Не могу сказать по какому случаю, по какому поводу, но цветы очень красивые, либо очень много цветов. И очень приятные такие у вас ощущения от этих цветов. Запах очень понравится, да, эстетически очень красиво. Кто-то прям совсем давно цветы не получал, то смотрите, сразу экзотически, либо очень много. Очень приятно вам будет. Так, и еще кто-то из вашего прошлого всплывет, выйдет на связь. Человек, который как-то странно пропал, либо пропал при странных обстоятельствах, и выйдет на связь. Тут будет разговор, либо переписка с этим человеком. Но мне, конечно, больше идет разговор. Может быть, разговор, и потом вы будете переписываться. Но человечек сам проявляет инициативу, выходит к вам из темноты, да? Вот смотри, я обнаружился, я нашелся, либо я нашлась. Не гоните этого человека, а дайте этому человеку высказаться. Вот что скажет, какая причина, куда пропадал. Есть вещи, которые вас могут очень сильно удивить. И если сейчас вы обижены, переживаете, думаете, типа не захотел со мной общаться, либо не захотела, то когда вы узнаете причину, почему так произошло, вам будет даже немножечко стыдно. Да. Там причина очень серьезная. Да, человек вас не забыл, да, человек не просто так там исчез, пропал. На то была очень серьезная причина, и вы ее узнаете. Так, и еще очень важный момент. Здесь у меня женщина прячется за мужчиной. Мужчина, кстати, с инициалом на букву «С». Странно. Либо это ваш мужчина, либо это какой-то чужой мужчина, ну, как друг, знакомый, может быть, вообще незнакомый. И вы за его спину прячетесь. А этот мужчина, видите, руками змею схватил. Ну, у кого-то отыграется, что в прямом смысле слова, да, мужчина за вас будет заступаться, да, заступаться, может быть, там, не знаю, там, бандиты, хулиганы, просто какие-то скверные люди. Либо у вас какая-то есть проблема такая вот противная, гадкая, скользкая, и вам никак не справиться. И появится мужчина на букву «С», который вам будет помогать с этой проблемой справиться. Вернее, он сам с этой проблемой справится, а вы как бы за его спиной стоите. Да. Так, и последний момент связан с вашим домом. Загаданный срок. Ваш дом пополнится какой-то очень нужной, важной и полезной вещью. Я не могу сказать вам точно, как она попадет, да, потому что вы все разные. Кто-то сам себе купит, кому-то родственники подарят, друзья могут там подарить.
могут просто вам там дать, передать, там, найдете в конце концов, но эта вещь появится в вашем доме. Очень важная, очень нужная и очень полезная. Сейчас про эту вещь вы не думаете. В вашей голове нет информации, что это такое. Но эта вещь будет вам очень долго служить и принесет много пользы, либо радости, либо удовольствия. Вот какое-то прям приобретение, либо обретение. У кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.